Предлагаем вашему вниманию репортаж о визите президента Республики Ингушетия в Иорданию. 19 июня состоялась встреча президента Ингушетии Мурада Зязикова с королем Иордании Абдаллой II в королевской резиденции в Аммане. Король Хашемитского королевства Иордании является в 43-м поколении прямым потомком пророка Мухаммеда. Король Абдалла II встретил президента Зязикова у парадного подъезда своей резиденции. В ходе визита главу Ингушетии сопровождали посол Российской Федерации в Иордании Калугин, сенатор от Ингушетии Лихачев. Встреча президента Республики Ингушетия и короля Иордании проходила в дружеской атмосфере. Она представляла взаимный интерес, так как здесь решались взаимовыгодные практические вопросы. Король Иордании проявил готовность сделать со своей стороны все необходимое для укрепления отношений между двумя странами, которые отвечали бы их общим интересам. Встреча проходила в теплой атмосфере и вместе с тем имела совершенно определенный прагматичный характер. Был достигнут целый ряд договоренностей о сотрудничестве в сфере образования, здравоохранения, культуры, малого и среднего бизнеса. Никогда между Иорданией и Россией не было таких крепких дружеских отношений, как сегодня заявил во время встречи с главой республики в Аммане иорданский король. Необходимо отметить, что Ингушетия – первый субъект Российской Федерации, так масштабно представленный в Иордании. Я надеюсь тесно работать с вами во имя укрепления, еще большего укрепления взаимоотношений между нашими странами. У нас очень много общего в культуре, что соединяет наши народы. И это, я думаю, было содержанием и будет содержанием ваших бесед с официальными лицами у нас в стране. Я хотел бы, чтобы мы шли вперед по всем политическим, экономическим и социальным направлениям. Говоря о своих личных симпатиях к России, к ее руководству, лидер Иордании назвал главу российского государства своим братом. Король Иордании в беседе с президентом Ингушетии сказал, что для укрепления двусторонних отношений он готов сделать все от него зависящее. Король обещал, что возьмет под личный контроль реализацию всех достигнутых соглашений. А если могут возникнуть проблемы, связанные с нормативно-правовой базой, их решат совместными усилиями. Чтобы отношения между Ингушетией и Иорданией стали крепкими, взаимовыгодными, король обещал в ближайшие месяцы в рамках своего визита в Россию посетить Ингушетию. К этому времени иорданский лидер предложил проработать вопрос о возможности следования самолетов авиарейса Москва-Амман через Ингушетию с посадкой в аэропорту Магас. Король Иордании сказал: «Передайте президенту Путину самые добрые пожелания и успехов на предстоящем саммите в Петербурге». Пожелайте ему всяческих успехов на предстоящей встрече «восьмерки». Я слышал, что у вас действительно очень красивая страна. Я бы хотел увидеть все своими глазами, воочию. Такая же красивая, как Иордания. But it's not more beautiful than Jordan. I'm sure they're both beautiful. Спасибо. Thank you very much. В рамках визита обсудили тему беженцев, общую для российского субъекта Иордании. Король Иордании дал высокую оценку усилиям ингушского лидера в решении проблем вынужденных переселенцев. Монарх Иордании отметил, что он знает, какая это тяжелая ноша иметь на своей, тем более небольшой территории, огромное число вынужденных переселенцев. Поэтому он очень признателен главе Ингушетии за его политику, направленную на создание нормальных человеческих условий для этих людей. Общая миграционная проблема сблизила обоих лидеров. Король Иордании заверил президента Зязикова, что будет внимательно следить за тем, что происходит в России и, в частности, в Ингушетии. На встрече было отмечено, что иорданское руководство высказывается за углубление политического диалога с Россией в интересах
продвижения ближневосточного мирного процесса. Президент Ингушетии заявил на встрече с королем Иордании, что он ценит усилия Иордании в истинном представлении миру ислама, ссылаясь на сообщение Оманского послания, в котором говорится об основах и ценностях ислама, как религии, толерантности, здравого смысла, миролюбия. Глава республики также высоко оценил политику иорданского короля по укреплению мира и стабильности на Ближнем и Среднем Востоке. Визит в Иорданию не просто политический исторический факт, но и кропотливая работа по налаживанию теплых дружеских отношений между народами наших стран, на которую нас нацеливает президент России Владимир Путин, сказал Зязиков на встрече с королем Иордании. Это была поистине историческая встреча, рассказал журналистам глава Ингушетии сразу после окончания встречи с королем Иордании Абдаллой II. Впервые регионального лидера принимал глава зарубежного государства. Иордания, благодаря своему расположению в самом центре Ближнего Востока, стала частью многовековой всемирной истории. Иордания – древняя страна и в то же время современное королевство. Король Абдалла II, являясь в 43-м поколении прямым потомком пророка Мухаммеда, был провозглашен королем Хашемитского королевства Иордании после смерти своего отца, короля Хусейна. В 1991 году правительство Иордании признало государственный суверенитет и независимость Российской Федерации. Российско-иорданские отношения, политический диалог характерен своей динамикой, насыщенностью. Это обусловлено близостью подходов России и Иордании по ближневосточной иракской проблеме, настроем руководства двух стран на укрепление взаимодействия в региональных делах и дальнейшее развитие двусторонних отношений. Регулярный характер носят встречи на высшем уровне. В сентябре 2000 года на саммите тысячелетия в Нью-Йорке президент Владимир Путин имел беседу с королем Абдаллой II. В августе 2001 года состоялся официальный, а в ноябре 2001 года, июле и ноябре 2002 года, ноябре 2003 года, в сентябре 2004 года и в августе 2005 года рабочие визиты иорданского монарха в Россию.